Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и вашего любимого человека. А тема звучит так. Что мешает вашим отношениям? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Так и спросите, что мешает нашим отношениям. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вопрос у нас был, что мешает вашим отношениям? А ответ нам показали человека. Это значит не что, а кто. Вашим отношениям мешают конкретные люди, конкретный человек с именем, с фамилией. Да, вот так, мои хорошие. Так, смотрите, отсыпка у меня общая. Вы все разные, и ситуации у вас разные. Кому-то мешает соперница, кому-то мешает завистница, а кому-то и могут родители мешать, да, то есть будущая свекровь, либо настоящая свекровь. Может быть, заловка, понимаете? Вышел человек, и человек в юбке, то есть это женщина. Женщина мешает. Так, ну что сказать. Ваши отношения, либо у ваших отношений есть будущее, и будущее прекрасное. Смотрите, вот сейчас, вот они ваши отношения. Видите, такая маленькая чаша любви, ну, крошечная, да, крошечная чаша любви. Но любовь есть, чувство есть. А вот смотрите, в будущем, видите, какая огромная чаша любви. Огромная. И что интересно, если в сегодняшнем дне вы как две пуганые птички на друг друга смотрите, друг друга пугаете, деретесь друг другом, то в будущем вы оба стабильные, и вы оба поддерживаете и наполняете эту чашу любви. На чаше любви в сегодняшнем дне вы видите, да, козья голова у вас, дьявольский знак. Понимаете? Не пугайтесь, не надо тут падать в обморок. Это не всегда про магию, это действительно про чужую злую волю. Когда человек может и без магии взять и разрушить отношения, даже самые крепкие, даже самую настоящую любовь. Вот. А тут вам дали советы, и я вам эти советы сейчас передам, но не вините себя, не вините мужчину, хотя в принципе... По большей части, да, вы не виноваты, но есть, конечно, тут маленький момент, тут тоже я вам скажу. Виновато третье лицо. Третье лицо. Но каждый знает свою ситуацию. То есть, если есть соперница, понятно, что от нее идет вся эта неприятность. Если есть свекровь там с придурью, ну, значит, от свекрови. Просто то, что вы там себе думаете, на кого вы, вернее, думаете, так оно и есть. У вас, кстати, очень сильная интуиция, такое, знаете, прям... Наитие, которому вы не всегда доверяете, а оно вас никогда не обманывает, всегда вам правду говорит, всегда вам вот что первое подумали, то оно и есть. То оно и есть. Вам подсказки были. Да, кто-то даже на своих глазах это все видел, да, своими глазами видел. Кто мешает, как мешают. Причина была непонятна. Вы-то думаете, что это чувство? Не, это не чувство, это деньги. Вот. Причина, по какой человек мешает, это деньги. Даже если это его мать. Значит, она с него получает, либо в будущем планирует получать деньги. Поддержку материальную, не знаю, может быть, он ей там нужен как служка. Там, принеси, подай, отвези, привези, там, прибей, забей. Да, здесь материальный интерес. Не чувство, нет. То есть, получается, материальный интерес борется с любовью. Вот так вот у вас получается, мои хорошие. У вас отношения, они свыше
свыше вас познакомили, как благословленные свыше идут. Вы не просто так встретились, не просто так сошлись. Кто-то, кстати, сходился с большими такими усилиями, да, не сразу, не с первого раза, с какими-то заминками, но тем не менее сошлись. Либо еще сойдетесь. Потому что, видите, маленькая ваша чаша любви перерастает, вернее, переходит в большую чашу любви. Это будет, это обязательно будет. Так, по поводу вас и мужчины. Вы друг другу не доверяете, это 100%. Вот чтобы вы сейчас себе там не сказали, не подумали про меня, но я вижу, что вы друг другу не доверяете. И, в принципе, правильно делаете. Вот кто первый вот так вот в полное доверие войдет, тот всегда будет крайний в отношениях. Тот всегда будет как пострадавшая сторона. Вы сейчас не готовы полностью равноценно друг другу доверять. Не тот уровень отношений. Чаша-то маленькая. Вот когда большая будет, тогда и будете доверять. А пока у вас, как знаете, когда спишь, один глаз всегда приоткрыт. Что у женщины, что и у мужчины. Мужчина дает поводы, но и женщина себя ведет тоже, знаете, как непредсказуемо. Вы иногда его в ступор вводите своими высказываниями, либо своими какими-то действиями. Вы еще тот псих. Девочки, не обижайтесь, но говорю, как вижу. Вы можете. Вы, когда из себя выходите, есть у вас такое состояние, то этому мужчине и места на этом мире мало. Вернее, в мире мало. Он у вас такой... готов под любой этот плинтус забиться, лишь бы от вашего гнева уйти. Либо, может, истерики вы какие-то ему закатываете. Прям, да, его очень пугает ваше состояние. Что касается мужчины, ну, он такой шалтай-болтай. Может прийти, может уйти, может пообещать не сделать. Ну, какая-то легкость все время ощущается. И эта легкость вас очень-очень беспокоит, а кого-то прям бесит эта легкость в мужчине. Так, ну что, ну притираетесь, да, вы притираетесь, и вы бы быстрее притерлись к друг другу, обтерлись, прям состыковались, если бы не это третье лицо. Смотрите, что она только не делает. И насылает, и словами, и делами, и даже людей каких-то против вас там подговаривает. А ты, знаете, как говорит, вот скажи своему другу, там, скажи своему брату, что та женщина плохая, что она там с другими мужиками ходит. Да, вот такое тоже практикуется. А у кого-то отыграется, что ходит женщина на вас магию заказывая, да, чтобы вас и в помине не было, чтобы и след ваш в этом мире простыл. Да, делают, что угодно могут делать, но не работает. Либо не работает так, как хотелось бы. По поводу магии. Девочки, вы родились с сильной защитой. Защита на вас есть, род вас защищает, ангел у вас сильный. Вы, когда к Богу поворачиваетесь, когда вы молитесь, когда вы ангела своего либо благодарите, либо призываете, у вас защита очень сильно возрастает. Как только вы входите в какие-то состояния эмоциональные, вы нервничаете, вы злитесь, вы переживаете, вы слабнете, и тогда удары до вас долетают. А она бьет, она реально вот бьет. Вас бьет, постоянно вас пытается ударить, укусить, зацепить, задеть. Как, знаете, в поезде вы с ней едете, и она вот пытается улучшить момент, чтобы вас с этого поезда скинуть. Вот такая идет мне картиночка. Поэтому будьте поаккуратнее. Здесь очень, девочки, важно быть всегда стабильной, быть ровной, сбалансированной. Если вы такой будете, либо научитесь, да, владеть собой до такой степени, чтобы вас невозможно было расшатать, вот именно по нервам, поверьте, вам никакая магия не страшна. Никакая. Чего вам нужно, в принципе, по жизни бояться, так это сглазов. От сглаза, ну, никто не застрахован. Никто абсолютно. Если об этом знать, если об этом думать и если принимать меры, то да, можно избегать. Но, тем не менее, даже самые сильные, там, супер-бупер маги, колдуны и они же прочие, тоже подвержены. Кто, знаете, как по самонадеянности думает, ой, что меня там возьмет? Возьмет, еще и как возьмет. За такое место возьмет, что да, лучше промолчу. Вот, поэтому, мои хорошие, от сглаза нужно себя беречь. Я уже много раз говорила, на всех своих каналах говорила, ну, повторюсь еще раз. Булавочки, обереги, всякие яркие вещи, да, аксессуары яркие. Это очень хорошо работает и помогает от сглаза. Вот, это должно быть. Да, в вашей жизни, на вас это обязательно должно быть. Так, что касается этой женщины.
которые вам мешают. Ну, еще какое-то время вам придется от нее помучиться. Еще какое-то время. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но тем не менее, это не на постоянно, это не на всю жизнь. Нет, нет, даже не думайте. Эта женщина, ну, у нее ноги вперед перевязаны, а ноги назад подкошены. Я не знаю, что с ней будет. Я могу, конечно, предположить, я просто не хочу на паблик это озвучивать. Но будет. С ней обязательно что-то будет. Причем идет мгновенная расплата, мгновенный какой-то приговор и ну вот суд на месте прям, да, не вставая с того места. Как-то очень ей достанется, и причем жестко достанется, жестко. А в некоторых случаях даже можно употребить слово жестоко. Жестокая расплата идет. Ну, а кто тебе виноват? Не надо было зло делать, не надо было людям мешать, не надо было в чужие жизни лезть. Никто ж тебя за руку не тащил, не говорил, давай нам магичим, давай нам магичим. Ты же сама шла, ты же сама зла людям желала. А теперь знаете, как получается? То, что она желала, то, что она делала, да плюс еще в утроенном, а может быть и еще больше, да, раз накинут высшие силы, она все это получит. И она это просто не сможет вынести, вот физически не сможет вынести. Здесь идет вот момент, и человек слаб, человек, ну как обездвижен, человек, ну как выбивают человека из жизни, понимаете? Вот такой момент идет к этой женщине. Для вас это будет триумф, потому что вы ничего ей дурного не делали, вы зла ей не желали, да, ну, может быть, даже и желали, имеете право, да, если она вот в открытую с вами тут боролась. Это высшие силы сделают, не вы. И это хорошо. Вы свою карму чистой ставите, а вот она что заработала, то и получит. Значит, с этим мужчиной, когда вот эта основная помеха уйдет, вы очень сблизитесь, очень сблизитесь. У вас какие-то пойдут разговоры задушевные, вы чем-то вдвоем заниматься начнете, кто-то бизнесом начнет заниматься, кто-то, может быть, обустройкой дома, либо строительством даже дома, там, покупкой дома, жилища. Совместная какая-то деятельность у вас идет, причем очень активная, причем без ссор, без скандалов, наоборот у вас идет. Вы как-то друг друга умеете, ну не знаю, как-то дополнить, что ли. У вас есть то, чего нет у мужчины, и у мужчины есть то, чего нет у вас. У вас какая-то вот прям идеальная комбинация получается, вот когда вы какими-то делами занимаетесь. Вы классная команда, вот даже не пара, а именно команда. Вот если вы вдвоем, например, бизнес задумаете, поверьте, это будет очень успешно, очень. Энергетика у вас друг к другу очень хорошо подходит. Такая прям мощь чувствуется от вашей пары. Вот. И вы начнете сближаться, и в какой-то момент поймаете себя на мысли, что этот человек для вас самый дорогой. И то же самое подумает он, и почувствует то же самое. Понимаете, тут идет любовь обоюдная. Обоюдная. Может быть, ну, я не знаю, какой-то случай, может быть, чья-то история. Вы вместе либо увидите, либо услышите, либо узнаете. Вот знаете, до мурашек, а вдруг это с нами произойдет, а вдруг мы расстанемся, а вдруг мы друг друга потеряем по этой жизни. Вы так вот друг за друга схватитесь, вас потом, ну, и водой не разлить, понимаете, не оторвать друг от друга. Вот такая идет у вас жизнь в будущем. И вот эта чаша, вы ее вместе наполняете, вы ее бережете, вы ее защищаете от всех там внешних недругов, неприятелей. Кстати, о вас люди много будут говорить, именно о вашей семье. Будут говорить по большей степени хорошее. Пример вас ставить, там, детям своим пример ставить, там, знакомым рассказывать. Вот я знаю семью, такая семья, мировая. У них все классно, они такие дружные, такие работящие, все вместе делают, всего добиваются. Будут о вас люди говорить, но немножечко попозже. Так, когда это все произойдет? Девочки, ну вот после ухода этой женщины из вашей жизни у вас все это и произойдет. Пока она есть, пока она в здравии, пока у нее вот эти вот все ниточки схвачены, пока она может дергать этого мужчину, я не вижу возможности. Вам против нее идти я не советую.
Не советую, не только лишь потому, что это нехорошо, либо у вас не получится, а потому что вам важно сохранить свою карму чистой для вашего будущего. А она ведь такая, она ведь может вас и вывести, да, может быть, не желая вы что-то можете сказать, либо сделать. Вам нужно этого избегать. Пусть высшие силы своими руками ее накажут, а вы в стороне будьте, как наблюдатель будьте. Вот это хорошо, это правильно. Так. Из помех еще что могу сказать? Из помех еще финансовый вопрос может быть. Вот именно сейчас, если вы, например, уже в паре, в браке, помимо всех прочих там споров, ссоров, еще и финансы очень важную роль играют в вашей жизни. Какой-то нелегкий период в жизни, когда либо у мужчины совсем там ничего не получается, нет, может быть, у вас, и у мужчины ничего не получается, может быть, там перебиваетесь с хлеба на воду. Вот. Этот период очень такой, ну прям тяжелый идет. Он закончится, причем закончит его либо мужчина, либо вы закончите. Но опять же, вы все разные, отсыпка общая. У меня кто-то здесь начнет заниматься бизнесом. Тут бизнес идет. Когда человек из воздуха денежку достает, да? Вот так идет по улице, из воздуха раз, дергает. Может быть, не знаю, сколько это можно говорить на ютубе или нет, может быть, не совсем он будет легальный, этот бизнес, да? Может быть, это будет нечто, втайком, я не знаю, как правильно сказать. Вот начнете вы с чего-то, либо вы, либо мужчина, а потом уже как более-менее все у вас устаканится, может быть, и легализуетесь, да, может быть, уже как официально все это откроете, но деньги пойдут. Либо у вас, либо у мужчины. Кто-то из вас начнет первый. Один начнет, второй поддержит. Либо как кто-то из вас начинает, денежки начинают поступать, вы успокаиваетесь. И вы как договариваетесь. У вас более-менее спокойные отношения становятся. Вот, и все будет, мои хорошие, все будет, и все будет хорошо. Возможно, действительно, как я вам сказала, будет один бизнес на двоих. Может быть, вы его к себе возьмете в работники, либо он вас к себе возьмет. Будете вместе там делами заправлять. У вас получится. У вас получится. Если он думает с кем-то бизнес начинать, пусть начинает лучше с вами. Вы ему самый надежный друг, вы и покритиковать можете, конструктивно покритиковать. Вы никогда ему там не лебезите, там, комплиментами не закидывайте. Нет, вы говорите все как есть. Плюс еще одна большая выгода – это то, что у вас просто невероятная интуиция, и вы чего не знаете, вы это чувствуете. Это очень классно. А в бизнесе это прям самое то, самое оно. Вот, для того, чтобы бизнес был успешным. Ну, так ему и скажите, бери меня, не пожалеешь, мы сейчас тут с тобой такие дела начнем воротить, обалдеешь. Да, все-таки вы у меня пара. Знаете, если вы не в браке, то у вас обязательно с этим человеком будет брак, свадьба будет. Если вы уже в паре, в браке, то у вас какой-то благостный момент идет. Вот смотрите, через ангела, через высшие силы. Может быть, на венчание он вас уговорит. Может быть, вы какие-то друг другу клятвы давать будете, да, в каком-то особенном месте. Но вот у вас идет как вот перед Богом вы этот брак заключаете. И это очень классное состояние. Высшие силы, прям любить вашу пару будут. И так любят, а так еще больше будут любить. Давать вам будут много. По поводу детей. У кого-то вот прям отыграется, что есть ребенок у вас, либо вы боитесь, что мужчина его не примет, либо есть проблемы. Может быть, ребенок не принимает мужчину. Да? Вот какой-то момент есть, присутствует. Страх, опасение, либо уже действительно обострение у кого-то идет по отношениям, вот именно на этой почве. Там все нормально будет. Там все будет нормально, не переживайте. Мужчина, если вы боитесь, что он не примет, он примет, будет достойным отцом, и больше, я бы сказала, как другом больше идет, а не отцом.
Поверьте, это намного лучше, тем более, ну, если он не родной человек, как он может заместить отца? А вот быть другом, вот старшим другом, там, помогать, поддерживать, это очень классные отношения. Если ребенок не принимает, увидит, что вы счастливая, увидит, что у вас все хорошо, он примет. Немножко времени пройдет и примет. Ребенок не помеха, дети здесь совершенно не помеха. С его стороны, если дети, но там он не совсем нужен как отец, понимаете? Там он нужен как кошелек. Я же вам сказала, да, у вас помехи, вот деньги, да, люди, деньги. Может быть, там будет денежку отстегивать, да, и ребенок его будет себя спокойненько вести, не будет там беспокоить, да, какие-то проблемы создавать. Там главное, чтобы денежку платили. Так, мои хорошие, ну что, скоро все помехи уйдут. Вы договоритесь, все у вас будет замечательно. Ваши отношения, видите, как перерастают на другой уровень. Более серьезные, более стабильные. И, конечно же, любовь. Любовь такая, знаете, всепоглощающая, обволакивающая. И будете жить с ним в своем мире. Вы сначала создадите этот мир, а потом в нем будете жить. Вы хорошая пара, и все у вас будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.